Дорогие друзья, всем нам хочется прогуляться по прекрасному, замечательному нашему городу. С каждым годом наша столица все хорошеет. И вот накануне очередного юбилея мы встретились с известным дизайнером Натальей Цикун. И она нам расскажет сегодня, как же украсить нашу столицу и сделать ее еще комфортнее, еще приятнее. И вообще мы сегодня будем говорить очень много об эстетике. Здравствуйте, Наталья Ивановна. Здравствуйте. Ну, погода сегодня не очень располагает к прогулкам по саду, но тем не менее я очень люблю эту пору, потому что, во-первых, уже и цветники во всей красе мы можем наблюдать, и деревья, кустарники приобретают свою осеннюю раскраску великолепную, как вы можете видеть. Ну, поэтому... Дорогие друзья, конечно же, самые главные работы при украшении любого, в общем-то, скажем так, вот, какой-то придомовой территории или же вот городской территории, да, как сегодня мы находимся сейчас в городе, в центре города. Все эти работы проходят обычно, конечно же, весной, но что мы можем сказать сейчас, в осеннюю пору? Мы можем полюбоваться этой красотой, результатами того труда, который был вложен далеко-далеко до вот этой поры. Вы когда начинали разрабатывать вот этот вот дизайн, на что вы опирались? Расскажите, пожалуйста. И вообще, что вам хотелось? Какова была концепция? Ну, при любом дизайне мы в первую очередь, конечно, учитываем форму и цвет здания. Потому что все равно мы привязываемся всегда к зданию. К архитектуре, к архитектуре, да, обязательно. Вот. Ну, начинали мы лет 10 назад работать на этом объекте. Начинали с самого простого, на первый взгляд, мероприятия, это с посевов газонов, с планировки территории. Ну, а потом потихонечку уже у нас добавлялись какие-то другие моменты. Расскажите, пожалуйста, вот газон каким должен быть вообще вот на городских наших улицах? Как вы уже заметили, в первую очередь он должен быть очень ровным. Казалось бы, это мелочь небольшая, но это очень важно. Выровненная, идеально выровненная территория. Для этого перед посевом семян газона поверхность должна трамбоваться, чтобы она у нас не проваливалась, чтобы не образовывались какие-то комки, кочки. Вот это важный такой агротехнический момент. А какая почва должна быть? И вот, допустим, выравниваете вы газон, да, перед тем, как посеять траву. Ведь это же прям траву посеяли, да? Это трава, конечно, но это семена специальные, газонные семена, газонных трав. Так. Изначально здесь была посеяна овсяница красная. В наших условиях северных это самый устойчивый злак для газонов. Она справляется хорошо с нашими морозами, с нашими минусовыми температурами. Она справляется с засухой, потому что у нас очень засушливый климат. Особенно июнь месяц у нас по влажности воздуха, насколько я помню, приравнивается к полупустыням просто. Поэтому, пожалуй, овсяница красная – это лучший вариант. А с поливом каким образом нужно справиться, вот вы как говорите, с пустыней? Регулярный полив. Это обязательно, без этого никак. Если мы после посева газона, если не будет ежедневного полива, то семена будут всходить клочьями, будут всходить и высыхать. И в итоге у нас не получится ровного, красивого коврика. Или это растянется на все лето. Давайте перейдем теперь к нашим клумбам. Клумбы замечательные, цветы высажены очень интересно. Вот как вы оформили клумбу? Как же их, и до сих пор людей этот волнует вопрос многих, во всяком случае, я уж точно очень взволнована, заинтересована, как это все сделать? Но перед тем, как посадить клумбу, вот в частности на этом объекте, да и на любых наших объектах, всегда тщательно продумывается рисунок, проект цветника готовится. При этом учитывается обязательно цветовая гамма растений, сочетания цветовые и форма растений. Это очень важно. Ну и очень
в последнее время нам стало нравиться применять декоративно-лиственные растения. В клумбе они всегда здорово украшают любые цветники. А давайте расскажем конкретно по каждому, ну, растению, да, вот здесь вот идет чередование какое-то, да, ну, какой-то рисунок Да. ведь соблюден, правда ведь, да? Обязательно. Вот у нас здесь цветник длинный, бордюр, это рабатка называется, Так. правильным ландшафтным языком. И если обратить внимание, везде соблюдена ритмичность. То есть через определенное расстояние повторяется один и тот же рисунок. В итоге мы получаем ровную, красивую, эффектную клумбу. Мгм. А давайте теперь по растениям. Вот как они называются? Вот этот вот кустик зелененький, такой пышненький, это кто? Зелененький, видимо, вот этот. Да. на него Да. показывается. Это у нас цинерария приморская. Мгм. Вот. Растение декоративно-лиственное. Вот за счет резной своей седоватой такой листвы всегда придает такой холодный оттенок. Мгм. Так как у нас цветник в холодных гаммах цветовых выдержан, вот цинерария, она добавляет вот этот вот холод. То есть и холодка. строгость какая-то. Да, кстати, Конечно. строгость здесь привносит еще и, ну, скажем, раскладка, или как это назвать, самого цветника. Это прямоугольные формы. Я так в понимаю, да? общем-то, да. Прямоугольник ведь, да, у нас ведь весь цветник. Да, параллельные линии, да. В целом и добавляют газон, строгости, и конечно. цветник на нем это все-таки прямоугольной формы. Да? Ну, То есть да. геометрия такова. То есть у нас нет никаких-то вот таких вот плавных каких-то изгибов, каких-то там, ну, Ну, не совсем так, не совсем так. Если у нас сама полоса, она, конечно, имеет четкую прямоугольную форму, тем не менее, если мы смотрим на поверхность цветника, она у нас многоуровневая поверхность. так. Вот. Это все равно придает какие-то природные линии. Потому что мы же не только в плоскости сверху можем видеть цветник и оценивать, а сбоку. Да, ну Это когда мы важно. прогуливаемся, идем мимо этого цветника, конечно, невольно глаз цепляется, и мы любуемся вот этим красивым цветником. Вот этот кустик, затем рядышком у нас посажены какие растения, и они по размеру, как бы, ну, по высоте, это их нужно подстригать, или как вообще этот Нет, эффект добивается? они не подстригаются. Это просто надо знать Подбирать. и понимать, да, по сортам растениям, Какой высоты они какой достигают? высоты будет. Изначально селекционеры, какую высоту растения нам гарантируют. То есть это нужно обращать внимание на упаковке, да? Вот когда мы покупаем семена, то есть нужно Обязательно. непременно поинтересоваться высотой растения. И Обязательно. уже от этого отталкиваться, в каком месте мы должны посадить вот то или иное растение. Конечно, конечно, обязательно. А давайте расскажем нашим зрителям, какие это именно растения. Очень красивые. Вот это вот фиолетовое, вот сиреневое, да, это что? Обожаю это растение, это, пожалуй, мой любимчик из однолетников. Это шалфей мучнистый. У нас есть, существуют шалфеи многолетние, которые у нас с трудом справляются с перезимовкой в наших условиях. А это растение однолетнее, зацветает в начале июня, радует нас на протяжении всего лета, но не зимует. Да, конечно, мы очень следим за качеством почвы. Это важно. Добавляем и органические удобрения, и минеральные, чтобы регулировать качество и состояние почвы, в котором будут расти растения. Давайте расскажем про следующее наше растение рядышком, вот между зеленью и между сиренью, скажем, да, вот такой красивый, какой-то цвет даже не могу подобрать. Коралловый. Да, пожалуй, коралловый. Да. Это растение называется сальвия блестящая. Растение тоже очень симпатичное, но есть одна сложность, с которой мы столкнулись. У нас довольно агрессивное солнце в июне и в июле месяце. И все-таки нежные цветочки, они подгорают и выгорают на солнце. Когда стало попрохладнее, стала сальвия себя чувствовать лучше. Ну а сейчас она просто вот показывает себя во всей красе. Да, да. Вот буквально еще чуть-чуть она начнет осыпаться. Это тоже однолетник? Да, это однолетник. А вот самое начало нашего цветника, давайте покажем и расскажем. Это похоже на клевер. Что-то вот, ну,
Это и есть? Это великолепное растение, в него тоже люди влюбляются, просто Так, все очень наши красивый. горожане. Это алисум. Алису. Да, однолетний алисум, его еще лабулярия называют иногда. То есть здесь два цвета, да? Да. Они одинаковые абсолютно, только два цвета, беленький и сиреневый. Да, это алисум, и там немножко разные сорта. Белый в данном случае более карликовую форму имеет, а пурпурный, как вы видите, более раскидистую. Давайте Внимание. пройдемся все-таки еще раз по нашей, дадим нашим зрителям понять, какие цветы здесь высажены. Они все, я так поняла, однолетники. Совершенно да? верно. Мгм. Да, и они успевают дать за все лето очень красивый такой свой цвет, успевают расцвести Да, и это успевают главное. порадовать. Это главное А вот это преимущество однолетников, то что они начинают цвести с начала лета, цветут на протяжении всего лета, заканчивают под конец сезона, в отличие от многолетних цветов. Многолетние цветы имеют очень ограниченный период цветения, буквально 2-3 недели цветут волнами, поэтому цветники из многолетних растений сложнее составлять. Пройдемтесь по другим растениям. Вот этот вот кустик у нас следующий, вот он такой. С золотистыми листиками. Это у нас колиус. То есть он не подвял, а именно вот он такой и Да, есть, да? это Ой, его ну это интересно. расцветка, да, золотые Да, удивительно, листья. друзья, посмотреть, понаблюдать за этим растением, когда вот жара, июль, и такой вот, цвет, да, Да, желтый, вот. который напоминает нам об осени. В данном случае, как раз при составлении проекта этого цветника, учитывалось сочетание цветовое, фиолетовый цвет и золотистый цвет, потому что это наиболее выигрышный как раз соседство по цвету. И кто это у нас? Это колиус, Колиус. да. Друзья, запоминайте, колиус это тоже однолетник. Он очень, такой вот нарядный, да? И как-то придает Да. нашему цветнику. Колиусов, стоит заметить, существует несколько расцветок, насколько я помню, 10, наверное, точно есть. И всегда можно подобрать по цветам, чтобы составить какую-то свою картину, реализовать свою задумку. Вот сзади нас мы видим, вот прямо по направлению, это тоже колиусы. Но здесь уже он листочки другого бордовый, цвета. да. Да, Оказывается, бордовый, белый с розовым. да, действительно, это тоже растение, но только оно уже другого цвета. И, кстати говоря, по бокам, вот здесь вот в начале, оно немножко переопылилось или как? Почему? За счет чего получилось, что здесь золотистый, зеленый и бордовый? Это разные сорта. Это Всего сорта лишь разные. разные, да. То Вот есть как. Вот это так, чудо генетики. А посередине у вас я вижу одно такое зеленое растение, вот кустик. Вот это что за кустик? Он был здесь не случайно или все-таки у нас здесь орнамент такой вот, ритмичность, вы говорите, а это, видимо, центр, да, или что это? Да, конечно. Ага, вот мы заметили. Это часть композиции. Это злаковые растения, которые я тоже довольно часто в последнее время применяю. Мне очень нравится, как они себя ведут в цветниках, как они сочетаются с цветами, с однолетними. Этот злак у нас называется ковыль тростниковый. Он тоже выращивается рассадой. У нас, к сожалению, не зимует. Но вот под конец лета он приобретает вот такие бронзовые оттенки. Давайте еще мы поговорим об обрамлении нашего цветника, нашей клумбы. Значит, вот здесь то, что покрыто у нас галькой, галька песчаная, это наша галька, да? Да. Вот, то есть она никакая не привозная, она такая обычная речная галька. Да, Да. это местное. И это очень как-то вот, очень тепло как-то от этого становится. То есть привносит что-то от природы. Вот эта галечка, мне так кажется. И она закрывает дренажную систему, да? Нет, она не закрывает дренажную систему вот в данном конкретном случае. А для какой цели? Она всего лишь служит у нас Разграничителем таким неким, да? разграничителем, элементом дизайна. Мгм. То есть между тротуаром и нашей вот этой вот лентой из цветов она разграничивает клумбу и тротуар. В общем-то, да, но у нас в качестве ограничителя еще присутствует бордюрная лента. Покажи, которая- пожалуйста, бордюрную ленту.
Мгм. Вот, она как раз и служит разграничителем между щебнем и между цветником. То есть она Мгм. при поливе не дает нашему грунту переливаться и наливаться и пачкать наш щебень, наш гравий. А еще как вы добились вот такого эффекта, когда трава и когда клумба у нас одного уровня? Это вот как-то в углублении, да, у нас получилось, вы посадили цветы, то есть выкопано как бы в углубление они посажены, да, я так понимаю, или как? Ну, просто изначально при планировке, при выравнивании, при подготовке почвы в весеннее время мы стараемся выравнивать. Мы же видим, на какой высоте у нас газон, на какой высоте клумба еще без цветов. Вот равняем в одном уровне их, подготавливаем. Наталья Ивановна, подскажите, а вот на следующий год здесь будет разбита точно такая же клумба или же это будут уже другие цветы какие-то? Цветы будут другие. Мы каждый год стараемся менять композицию. Вот выдумывать что-то новенькое, интересные сочетания, какие-то смелые сочетания. Скажите, вот по левую сторону у нас здесь уже пошли кустарники, да? Это ближе к зданию. Да. Это вообще в ландшафтном дизайне это так, это одно из правил, или можно было здесь разбить все-таки тоже цветник? Нет, в данном случае это тоже элемент дизайнерского решения нашего. То есть, как вы говорили, строгая форма вот этого цветника бордюрного, захотелось ее немножечко разбавить природными линиями. То есть у нас ели растут, да? Да. Обычные наши ели якутские. Да, во-первых, ели. мы сделали в свободной форме, если вы видите, сама композиция оформлена, рисунок композиции, вот отсыпка гравийная. Лежат валуны, это тоже элемент все-таки наш природный, приближенный к каким-то речным идеям. И, нашим. кстати говоря, растения, они здесь сочетаются с какими-то привозными, но и все-таки больше наших, да, растений. Это ель, Растения это береза, да, наши. кустик березы. Да. Вообще все Да, наши. да, да, А да. вот это вот желтенькими цветочками, это кто? Это курильский чай кустарниковый. Это растение наше местное. Много где его можно у нас в лесах увидеть, но, конечно, не в таком пышном виде. Уход, я скажу вам, творит чудеса просто с любыми неприглядными растениями. Если вы в лесу увидите скромный кустик, лежащий на земле, то при соответствующем уходе можно из него сделать, конечно, Очень красивый, да. То есть и он поддается стрижке какой-то, да? Да. Все-таки здесь же форма какая-то определенная. А когда необходимо вот подстригать эти кустики? Можно, вот когда они цветут, подстригать? Или нужно все-таки этим вопросом озаботиться именно вот в начале посадки? Ну, первая стрижка любых кустарников у нас всегда производится перед распусканием листьев. Это начало мая или конец апреля. Вот, то есть мы задаем основную форму. А в дальнейшем уже идет поддерживающая стрижка, которая производится один раз летом, может быть, в середине лета. Там мы уже срезаем просто все ветки, которые не нравятся нам, как лежат. Понятно. И еще один элемент, дорогие друзья, вот я обратила внимание, это живая изгородь. Это вообще очень круто, красиво и невероятно, как сказать, придает вообще какой-то, я не знаю, даже не наш какой-то колорит, что ли, да, потому что мы привыкли, увы, к сожалению, но сейчас у нас решетчатые появились ограждения, да, железная как решетка или как это назвать, да, и выкрашенные в разные цвета, а здесь у нас живая изгородь. Это что за растение? Это боярышник, наш обычный природный боярышник. Здорово, и вы тоже за ним ухаживаете Да. все лето и точно так же постригаете, да? Да. И получается, что у нас вот такая живая изгородь. А за какой период можно вырастить вот такого размера растения? То есть это же были наверняка маленькие какие-то небольшие, как бы, или вы сразу... Нет, мы садили кустики, они имели высоту сантиметров 80, наверное. уже около метра, да? Да, они не были сильно маленькие, конечно. Как удалось преодолеть вот эти все какие-то нюансы и добиться того, чтобы они вот здесь прижились?
Только тщательнейший уход. Ну, что я тут еще могу добавить? Во-первых, полив. После посадки очень глубоко, очень много. Не просто поливаем растения, просто мы заливаем растения. Раз в неделю или Нет, это делается, каждый день? ну, может быть, раз в 2 дня. То есть это делается очень часто. Потому что, как правило, растения садятся все-таки у нас в мае месяце, в начале лета, а в дальнейшем наступает сухой период. Вот. И для того, чтобы растения прижились как следует, нельзя экономить воду. Полив – это основное правило. И еще, я заметила, что у вас вот эта живая изгородь, она ограждена опять-таки бордюрной какой-то лентой. И Да. в качестве бордюра что можно использовать? Ну, в данном случае это обычная бордюрная лента садовая, которую можно приобрести во многих садовых магазинах. Она предназначена именно для этих целей, для ограничивания. Ну и под боярышником, как вы видите, у нас насыпана древесная кора. Это замечательное мульчирующее средство. И удобрение наверняка, да? Конечно, и удобрение, потому что она потихонечку перепревает. Под ней заводятся полезные бактерии, микроорганизмы, которые способствуют улучшению плодородия почвы. Ну и самое основное, это предотвращает испарение влаги. Это вот как раз то, что необходимо для приживаемости растений. Дорогие друзья, вот еще один объект. Обратите внимание, опять-таки цветник находится у здания. Просто невероятной красоты. Очень здание многоэтажное, хочу обратить внимание. И цветник, он тоже такой довольно-таки, ну скажем, такой не маленький, да? Конечно, да. Очень крупный. Расскажите, пожалуйста, про этот цветник. Как удалось добиться, ну и вырастить такие красивые, невероятные растения. Вот это камыш. Вот мне кажется, что это камыш, но это, оказывается, не камыш. Нет, это растение, вот один из злаков, которые я применяю для городского озеленения. Это пенисетум лесохвостый. Тоже мы его высаживаем рассадой. Вот, и к концу лета он приобретает вот такой великолепный фонтан просто. Я очень-очень люблю этот злак. Такой пушистенький. Да, он такой самодостаточный совершенно. Идем к следующему растению. Вот здесь у нас декоративная капуста. Да. Декоративная капуста, оказывается, есть капуста не только, которую мы на стол выращиваем, а есть декоративная капуста. Она такая вот пушистенькая, Да, мохнатенькая. ажурчик, Да, и такой. посмотрите, действительно, как будто бы она какая-то вот кружевная, что ли, да? Да, Очень такая красиво форма выглядит. листиков у неё. Кстати, что касается вот этого сорта капусты, эта капуста первоначально была овощной. То есть ее вывели как овощ. Насколько я знаю, даже эти листья можно использовать и для супов, для салатов. Хотя, на мой вкус, оно все-таки жестковато. Но как декоративное растение, она прекрасна. Это Прекрасно. Просто прекрасно. Следующий у нас уровень, да, это кустарники побольше. Расскажите, пожалуйста, вот про эти цветы. Они уже отцвели, к сожалению, да? Это, ну, Да, это часть- табак. табак. Это табак. У нас есть, ну, широко применяется для Огромные озеленения у такие нас, листья. табак ночной, табак душистый называется. Это растение пониже по своей природе. А в данном случае у нас табак лесной. Это немножечко другой подвид растения. У него другие листья, такие лопушистые, огромные. Высота у него около 2 метров или даже больше, как вы можете видеть. Цветочки ароматные, которые в ночное время распускаются. Ну, конечно, вот исполинский размер – это, пожалуй, самая такая ценная вещь. А как удалось? Это, то есть, нужно добавлять какие-то ускорители роста или как? Нет, это сам по себе сорт растения такой, вид растения. То есть он достигает такого размера? Да, ну и здесь еще есть, в данном цветнике есть одно преимущество. У нас закрыт этот цветник с северной стороны здания, открыт с южной стороны. То есть ему тепло. Это место прогревается прекрасно, да. Ну и плодородие почвы. Изначально было хорошо все заправлено органическими удобрениями, что в дальнейшем способствовало такому росту. И следующий у нас кустик. А это амарант. Амарант с темными листиками.
То есть он бывает низкорослый и бывает вот такого огромного роста. Да, ну преимущественно амарант высокое растение само по себе. Просто оно бывает другая окраска листьев. Это как в истории с колиусами. Вроде бы растение одно, но разные сорта. И имеют, соответственно, разные. Это многолетник или однолетник? Нет, это Это они все однолетники, да? Все растения очень быстро растущие, особенно амарант. А в июне оно было посажено в каком, ну, скажем так, возрасте? Высота его какова была? Амарант мы сеем на рассаду обычно в середине апреля. Ему достаточно времени, чтобы подтянуться, и высоту по весне, когда он имеет сантиметров 20 свою высоту рассаде, мы ее высаживаем. Ну вот и все, дорогие друзья. Вот все, в общем-то, секреты именно такой вот рассадки растений. Друзья дорогие, берем на вооружение, и не только мы, но и, допустим, управляющие компании какие-то, или, может быть, товарищества собственников жилья сейчас очень активные. То есть могут ведь сами жители украсить такого рода клумбами, цветниками свои придомовые территории. Друзья, пробуем,